Здравствуйте! В эфире «День в истории Абхазии». Мы представим вашему вниманию информацию о событиях, произошедших в день 4 марта в нашей истории. С 4 по 9 марта 1918 года прошел второй крестьянский съезд Сухумского округа. В отчете о работе съезда отмечено, что крестьяне Сухумского округа не поддерживают революционный настрой большевиков. 4 марта 1921 года в Абхазии была установлена советская власть. В феврале 1921 года абхазский повстанческий отряд «Кераз» в сопровождении 274-го полка 31-й дивизии 9-й Красной армии под руководством Николая Акиртава изгнал за пределы Абхазии регулярные войска меньшевистской Грузии. 4 марта 1924 года в Сухуме открыт Центральный дом крестьянина главполитпросвета с библиотекой, кинозалом, гостиницей, справочным отделом, скотным двором, кооперативной лавкой. 4 марта 1924 года создано Абхазское общество Красного Креста. 4 марта 1941 года состоялась премьера спектакля «Жених» осетинского драматурга Шавлохова. Этот спектакль примечателен тем, что впервые у абхазских актеров появилась возможность раскрыть свои вокальные и пластические возможности. Необходимо отметить, что в годы Великой Отечественной войны в основном ставились героико-романтические спектакли. «Жених» в постановке Шараха Пачаля был из серии комедийных спектаклей. 4 марта 1999 года парламент Абхазии принял закон о выборах президента, а 19 июля назначил дату их проведения. 20 июля генсек ООН Кофи Аннан назвал предстоящие выборы своего рода народным референдумом. Но уже в резолюции Совбеза ООН 30 июля выборы президента Абхазии были объявлены неприемлемыми и незаконными. Тем не менее, 25 августа ЦИК Абхазии зарегистрировал Владислава Ардзинба кандидатом в президенты Республики Абхазия, а 30 августа был издан указ президента о проведении всенародного голосования. 4 марта 2007 года состоялись выборы депутатов 4-го созыва Народного собрания парламента Республики Абхазия. 4 марта 2010 года не стало первого президента Республики Абхазия Владислава Ардзинба, героя Абхазии, кавалера ордена Ахтябша первой степени. Основатель современного абхазского государства, крупный ученый-востоковед, хитолог, доктор исторических наук, вошел в политику в один из самых сложных и тяжелых периодов современной истории. Научного сотрудника Института востоковедения Академии наук СССР, директора Абхазского института языка и литературы Владислава Ардзинба избирают депутатом Верховного Совета Абхазии, затем народным депутатом СССР и депутатом Верховного Совета СССР. Вскоре Владислав Ардзинба был избран председателем подкомиссии по государственному и правовому статусу автономных образований и становится членом Президиума Верховного Совета СССР. По его инициативе и при непосредственном участии был выработан и принят ряд законов, а также поправок к Конституции СССР, закреплявших суверенный государственный статус бывших автономных республик. В 1990 году был избран председателем Верховного Совета Абхазии. С началом грузино-абхазской войны Ардзинба возглавляет национально-освободительную борьбу народа Абхазии, приведшую к Великой Победе. В период деятельности Ардзинба как государственного деятеля восстановлено действие Конституции Абхазии 1925 года. Верховным Советом Республики принято решение о восстановлении исторических названий Абхазии. Создано Министерство обороны, сформирована Абхазская армия. Грузинские войска изгнаны с территории Абхазии. Подписано заявление о мерах по политическому урегулированию грузино-абхазского конфликта. Кроме того, введен миротворческий контингент российских войск по линии противостояния на границе Абхазии с Грузией. Заключены договора о дружбе и сотрудничестве между Абхазией и рядом других республик. Принята новая конституция суверенного абхазского государства, субъекта международного права, а также приняты герб, флаг и гимн республики. Абхазский язык признан государственным языком Республики Абхазия. Учреждена Академия наук Абхазии.
Владислава Ардзенба не стало на 65-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни. Согласно оставленному завещанию, он похоронен в родной Нижней Эшере, недалеко от реки Гумиста, где во время Отечественной войны народа Абхазии проходила линия фронта. Решением правительственной комиссии по увековечению памяти Ардзенба его имя присвоено Сухумскому международному аэропорту. Одна из главных магистралей столицы Абхазии носит имя первого президента. Учреждены именные стипендии имени Владислава Ардзенба. Памятник Ардзенбе будет установлен на площади Свободы в Сухуме. Хюнткараши кургулра нахю зиграбхадза, а при демографии проблема хазбар. Вахапсуха хамадза. Все без фяхта хамза, харахапсуа хазхадзов. Избанукзар абхадза милат, ирей милатный ну абхадзо, зиграбхадза иглу, а без шоу. Зигиуй зигири хау. Уя без фяхта камла ира милатки хаззо. Амтала убаса закон тыцот. Амтала досу аус хеу заалаки, хуй абсу без фей земдруй хабло. Дезмилату, а амталоси холод. У ердрозат извор хучко, а без фят дертела только абра на всентон да усер урта хазар, хага рпип школарзы ирта хазар, абсу без фят дертела, абсу без фямлар, абсу литература хамлар, а пип шамамзар, наш абсу хинткараги пип шамазам, абсу хинткарай, абсу без фер пипш и загоропе, так сказать. И беркуп. А пепш апсу без фямазер, апсу хенкарагяу. Апсу хенкай, а без фямамзер хенкарагямазер. Вот это что хочешь. 4 марта 2011 года состоялось первое заседание Оргкомитета по проведению в Абхазии 8-го чемпионата мира по домино. 4 марта 2012 года голосование по выборам президента России в Абхазии прошло при беспрецедентной явке избирателей. 4 марта 1898 года родился Жорж Дюмизиль, французский мифолог, кавказовед. Занимаясь преподавательской деятельностью в Стамбульском университете, заинтересовался кавказскими языками, провел значительную работу по исследованию языка, этнических особенностей и духовной культуры убыхов, собрал ценный материал о роде Берзек и участии убыхов в Кавказской войне. Ему принадлежит первый опыт издания сравнительной грамматики абхазо-адыгских языков. Необходимо отметить и заслуги Дюмизиля в изучении и популяризации нардского эпоса за рубежом. Дюмизиль – автор около 40 книг. 4 марта 1910 года родился Иван Кортуа, композитор, заслуженный деятель искусств Абхазии, собиратель абхазского фольклора. Иван Кортуа – участник Великой Отечественной войны, награжден орденом Красной Звезды и медалями. По его инициативе был создан известный этнографический ансамбль песни и танца абхазских долгожителей «Нарта». В соавторстве публикует сборник «Абхазские песни». За большие заслуги в развитии культуры Абхазии имя Ивана Кортуа присвоено Дому народного творчества. Ныне это республиканский центр. 4 марта 1937 года родился Юрий Сенкевич, советский и российский ученый, кандидат медицинских наук. Одно из главных направлений научных исследований Сенкевича – изучение поведения человека в экстремальных условиях. Насыщенные рабочими экспедициями биографии Сенкевича есть и такие, которые стали весомыми научными событиями мирового значения. Это путешествие на парусной лодке по приглашению норвежского путешественника-исследователя Тура Хейердала и участие в экспедиции в Индийском океане на лодке «Тигрис». В 70-е Юрий Сенкевич был приглашен на Центральное советское телевидение в качестве ведущего передачи «Клуб кинопутешественников», которая позже была занесена в Книгу рекордов Гиннесса. Для абхазской истории он памятен тем, что обнаружил античную мраморную стелу V века до нашей эры во время погружения на дно Сухумской бухты. После окончания грузино-абхазской войны Сенкевич приехал в республику для съемок документального фильма «Православная Абхазия» об уникальных памятниках истории, архитектуры и культуры. Здесь он познакомился с первым президентом Абхазии Владиславом Ардзенба.
4 марта 1949 года родился Сергей Багапш, второй президент Республики Абхазия. Работал Сергей Багапш первым секретарем Абхазского обкома комсомола, первым секретарем Очимчирского райкома партии. Во время июльских событий 1989 года, находясь на партийной работе, он наперекор организовал оборону района от вторжения грузинской автоколонны вооруженных бандформирований, за что был освобожден от работы. В период грузино-абхазской войны в ранге первого заместителя председателя Совмина Республики был командирован в Москву для координации работ по поставкам грузов гуманитарного и военного назначения в Абхазию, организации медицинской помощи раненым в медучреждениях России. В послевоенные годы работал первым вице-премьером правительства, премьер-министром, генеральным директором госкомпании «Черноморэнерго». В августе 2004-го Багапш был выдвинут кандидатом в президенты Республики Абхазия общественно-политическими движениями «Единая Абхазия» и «Амцахара». Его кандидатуру также поддерживало общественно-политическое движение «Айтайра». 12 января 2005 года Сергей Багапш был избран президентом Республики Абхазия. С именем Сергея Багапша связано два важнейших события в истории Абхазии – освобождение верхней части Кадурского ущелья от грузинских оккупантов и признание Абхазии как независимого государства со стороны Российской Федерации. 12 декабря 2009 года Сергей Багапш был переизбран президентом Абхазии на второй срок. Ему присвоено звание «Герой Абхазии» и награжден орденом Ахтябша первой степени посмертно. Я очень люблю бывать на родовом хозяйстве. Я говорил вам, я вырос в городе, родился, учился, но я больше всего люблю село. Свое хозяйство там, отцовское хозяйство. Я люблю копошиться в огороде, я люблю ездить на тракторе. У меня есть квадроцикл, я экстремал вообще по жизни. И когда я куда-то выезжаю, вот охрана начинает беситься и бегать за мной по всем пригоркам, искать где и что. Ну, я очень люблю людей, я очень люблю гостей. Я выезжаю туда, в субботу-воскресенье, супруга накрывает стол, всегда на 20-30 человек, приходят все пообщаться, и там расслабляешься. Там нет телекамер, там нет телефонных аппаратов, там нет фотоаппаратов, там расслабляешься. Мне это нравится, и самое главное, что всегда говорил, наверное, я счастлив, что такую сложную жизнь прожил. Где бы я ни был, везде проходил через войны. Я прошел через конфликты и войны в 89 году, 82 год, 98 год. Во времена событий в Цхинвале здесь была непростая ситуация, в Кадурском ущелье. Я горд, что я родился абхазцем, что я вырос в этом государстве. И великая благодарность всем, кто в самые сложные времена помог нашему народу выстоять. 4 марта 1957 года родился Фридон Авицба, герой Абхазии. С первых дней войны участвовал в обороне Сухума в районе Красного моста. Затем был командиром роты Гудаутского батальона. Участвовал в Цугуровской, Первой Шромской, Январской, Мартовской наступательных операциях. Погиб во время Мартовской наступательной операции. Имел воинское звание капитан. А сейчас о некоторых событиях, произошедших 4 марта в мировой истории. 4 марта 1818 года в Москве открыт памятник Кузьме Минину и князю Пожарскому. 4 марта 1877 года на сцене Большого театра в Москве состоялась премьера балета Петра Чайковского «Лебединое озеро». И в заключение выпуска информация о погоде. За последние 10 лет в день 4 марта самая высокая температура была зафиксирована в 2014 году – плюс 16 градусов. Самая же низкая температура в 2012 году – плюс 1 градус. Это вся информация на сегодня. Всего доброго. Увидимся завтра на канале Абаза ТВ.